Арктика – территория диалога, международный форум, где обсуждают развитие самого крупного и холодного региона. На арктическую зону приходится свыше четверти территории Российской Федерации. Где живут и работают почти 2,5 миллиона жителей. Якутия. Якутия. Саха-Якутия. Как сделать Арктику лучше? Назрел следующий шаг серьезного очень развития и Северного морского пути, и арктических территорий. Чтобы девиз форума «На севере жить» воплотился в реальность. Форум прошел в 6-й раз, впервые в Мурманске. Мурманск – единственный в мире крупный город, расположенный за полярным кругом. Здесь базируется единственный в мире атомный ледокольный флот страны. И даже сам форум проходит в единственном в мире высотном здании Заполярья. Вот оно, 18 этажей. Идем на сессию, посвященную Северному завозу. Хвалится вертик пути, все уже. Беседа в кулуарах. Мост еще не построен, но уже хвалится. Министр сразу берется за дело. Теплые встречи. Все свои северяне, И можно начинать. не примороженные. Федеральный закон о Северном завозе заработал год назад. Уже книгу выпустили. Наша монография. Здесь вот. Как раз с нее и закон начался. В тираже их 500, один экземпляр в главе. Чувствуем, что закон начал работать. Да? Первые 3 миллиарда пришли. Во. И теперь можно подвести первые итоги, обозначить проблемы. Помните, как говорили в армии всегда, устав – это не догма, а руководство к действию. Так и здесь сегодня это закон, который мы вместе с вами делали, и нам очень важно его донастрой. И главное – наметить планы по совершенствованию Северного завоза. И с 1 апреля 2024 года он вступил в силу. До этого Северный завоз – это была проблема исключительно регионов. В прошлом году по Северному завозу в 21 субъект страны доставили 3,4 миллиона тонн грузов. Это продукты, медикаменты, топливо. Отставали от графика, были сложности, но план выполнили. 2024 год завоз выполнен на 100%. Это основной, наверное, итог. В нынешнем 2025-м в Арктику уже доставлено 546 тысяч тонн. Например, Якутия, где идет перегруз на якутские железные дороги, и там разгрузка-выгрузка в районе Бестяха. Якутия – крупнейший регион страны и крупнейший регион арктической зоны и самый большой регион по объему Северного завоза. На республику приходится 1 миллион 800 тысяч тонн. Из них продовольствие меньше 0,5%. Из этих 1 700 000 1 100 тысяч с лишним – это уголь, порядка 500 тысяч – это нефтепродукты, топливо, газовый конденсат. Завоз очень дорогой. Цена тонны угля до прибытия на место, она может из-за транспортных издержек, логистических издержек вырасти в цене в 7-8 раз. На логистику может влиять погода. Где-то потеплело, автозимник не встал. Где-то наоборот, пурга замело дороги. Транспорт стоит, а время – деньги. Самое главное, чтобы цены были в торговых сетях были, но, по крайней мере, но не выше, значит, среднероссийская, по крайней мере, были либо на уровне, либо пониже. Есть и другая проблема – высокие процентные ставки, что в том числе влияет на конечную стоимость товара. В этом году Северный завоз будет для регионов крайне сложным. Почему? Потому что у нас вот эта высокая ключевая ставка. По прошлому году предприятия, которые задействованы в Северном завозе, и транспортные, и коммунального сектора энергетики, заплатили процентов на обслуживание коммерческих кредитов порядка 10 миллиардов рублей. Это в прошлом году, коллеги, когда у нас ставка-то выросла где-то вот к лету уже, так? Решение глава Якутии видит в увеличении сроков предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета от 3 до 5 лет. А в идеале там до 5 лет, так это вообще было бы очень хорошо. Большое спасибо. Ну и сейчас наша главная задача, чтобы закон вот реально начал работать и идти вперед. Идею поддержали. Выход, за который мы боремся, это бюджетные кредиты. Сейчас выделена сумма небольшая, 10 миллиардов. Мы, наш комитет и вместе с Минвостокразвития, мы настаиваем, чтобы 30-40 миллиардов было. И тогда перевозчики будут спокойны. Еще один нюанс – устаревание флота.
основной проблемой вызова это 80% износа основной инфраструктуры. И над этим будут работать. Ведь северный завоз – это не про тонны и километры, а прежде всего про стабильную логистику и качество жизни людей. Необходимо на новом технологическом уровне раскрыть потенциал внутренних водных путей Арктики, наших великих рек – Лена, Енисей, Обь. Это в том числе позволит укрепить систему северного завоза, чтобы жители Арктики были надежно обеспечены продовольствием и другими товарами. В арктическую зону России входят 10 регионов от Мурманска до Чукотки. И на всех один общий транспортный коридор. Что единственное нас серьезно связывает всю эту Арктику, это Северный морской путь. И, безусловно, когда мы говорим о развитии вот этой всей территории, прилегающей к арктическому, скажем так, побережью нашей страны, то здесь мы должны говорить о развитии Северного морского пути. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения. Главный памятник Мурманска – ледокол «Ленин». Это первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. 30 лет он обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Провел во льдах Арктики тысячи судов. При этом сам прошел 654 400 морских миль, что в 3 раза превосходит расстояние от Земли до Луны. Арктику не случайно сравнивают с космосом. Арктика для России – это как космос в свое время для Советского Союза. И только смелым покоряется орбита. Это соизмеримо с развитием и Дальнего Востока, и соизмеримо, мы в свое время говорили, с задачей по освоению космоса. Россия усиливается в Арктике. За последние 10 лет грузопоток Севморпути вырос на порядок. Если в 2014 году по нему было перевезено всего 4 миллиона тонн, в прошлом почти 38 миллионов тонн. Это в 5 раз больше рекорда советского времени. Мы думаем, что, уверены, что к 30 году это будет 70-100 миллионов тонн. Планы гораздо масштабнее. Северный морской путь должен стать ключевым участком трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Грузовая база трансарктического коридора будет расти за счет добычи и глубокой переработки ресурсов именно в Арктике, за счет увеличения международного транзита и, что особо подчеркну, сопряжение трансарктического коридора с нашей внутренней железнодорожной сетью от северо-запада до Дальнего Востока, до БАМа и Транссиба. Для этого необходимо вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные. Суда новейшей серии 22-220 уже выполняют задачи в Арктике. Атомоход «Якутия» в день проведения форума пополнил состав ледокольного флота страны. И начиная с Арктики, потом Сибирь, Урал, Якутия, повышается практически до 99% уровень российского контента. Уже сейчас у нашей страны самый большой ледокольный флот в мире. Эти позиции будут усиливать. Нам нужно перейти на следующий уровень. Планировать 100-150 миллионов тонн и уже не 10-11, а 15-17 ледоколов, значит, нужно строить. России нужен свой и торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда. Необходимо поддержать наши судостроительные и судоремонтные предприятия. Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств. У нас в Якутии завершается строительство первого этапа Жатайской судоверфи. Такой достаточно тяжелый был объект, но вот благодаря, опять же, решению президента мы активизировались. В конце апреля, дай бог, мы заложим первое судно.
Арктика – наш общий дом, и задачи перед регионами стоят тоже общие. Единственное, конечно, меня радует, что Архангельск и Мурманск делят между собой сердце севера, там столицу севера и столицу Арктики, так? И не спрашивают у Якутии. Мы уже все поделили, Айсен, все поделили. 30 с лишним процентов российской Арктики. Я думаю, что Санкт-Петербург нельзя обижать, да. И решения в Арктике должны быть комплексные. Ключевая, интегральная цель наших планов – повысить качество жизни людей в Арктике. Как вы знаете, уже подготовлены мастер-планы для агломерации арктической зоны. Это не только крупные города, а также Тикси и Найба в Якутии. Путин поручил правительству утвердить модель развития трансарктического транспортного коридора до 1 августа текущего года. Создадим прочный задел для будущих поколений. Много было дискуссий в эти дни, и понятен вектор этого движения, который очень важен для нашей республики, вдоль границы которой вот как раз значительная часть Северного морского пути проходит. Очень важное замечание, которое сегодня сделал президент, заключается в том, чтобы для дальнейшего развития Арктики, для улучшения качества жизни ее жителей обязательно нужно, чтобы во всех национальных проектах была выделена отдельная строка под развитие Арктики, под проекты в Арктике, в том числе опорных населенных пунктов Арктики. Напомню, что у нас Якутия – это Тикси, Найба. И, конечно, это позволит более такими быстрыми, более решительными шагами улучшать жизнь в населенных пунктах нашей Арктики. За 2 дня форума прошли более 20 сессий. В Арктическом форуме приняло участие 1200 человек, 21 страна. То есть форум получился действительно международный и достаточно большой. Мы тоже можем внести вклад в развитие Северного морского пути, сделать развитие поступательным. Выступления первых лиц. Мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России. Готовность регионов. Мы в Республике Саха-Якутия будем тоже делать, чтобы вот та стратегия развития Арктики, которая у нас есть, она развивалась. Международное сотрудничество. И, конечно, весь мир смотрит на Арктику. Преимуществ у нас здесь достаточно. Это были горячие обсуждения. Тарифы на перевозку северного завоза будут регулироваться государством. О самом холодном регионе мира. Минус 25, очень жарко. И все во благо Арктики и для жителей Арктики. Спасибо вам большое за внимание. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Мурманск.